очень интересно узнать о профессии актер-кукольник. Мне бы очень хотелось рассказать про удивительную профессию артиста театра кукол. Наверное, можно было бы сказать, что это самая лучшая в мире профессия, но я бы так не сказала, потому что я считаю, что это профессия на любителя. Это профессия, которая должна человеку зайти. Он должен войти в нее, так, знаете, настолько органично должна быть для него эта профессия, и тогда для него эта профессия станет самой лучшей. Мне кажется, что тот, кто хочет расхаживать по сцене в красивых костюмах, тот, кто считает себя супер-пупер талантливым, гениальным, кто мечтает о горе поклонников, еще о чем-то таком, то эта профессия не для него, конечно. Это профессия для тех людей, у которых в голове очень много каких-то своих фантазий, для тех, которые нестандартно мыслят, для тех, которые готовы очень много работать, потому что это очень тяжелая профессия. А какие трудности бывают у актера-кукольника? Вот сейчас у меня на руке очень маленькая легкая кукла, а очень часто у нас бывают очень тяжелые куклы. Поэтому те, у кого есть изначально проблемы со спиной, я думаю, что вам не стоит выбирать эту профессию. Если только вы не готовы ее лечить спину бесконечно, ходить на массажи, в бассейн, тогда да, тогда, конечно, приходите. Но, конечно, хотелось бы, чтобы люди адекватно расценивали свои силы, чтобы к нам пришли очень здоровые ребята, способные репетировать по 10 часов, способные поднимать большой вес. Если я буду работать актером-кукольником, я что, все время буду сидеть за ширмой? Сразу хочу сказать, что вам не стоит бояться, что артисты только прячутся за ширму. Нет, это не так. Вот я не просто так сейчас в этих крыльях. Сейчас мы сдаем спектакль по военной тематике, и в этом спектакле я играю ангела в живом плане. Поэтому артисты театра кукол, они могут все. Не зря их называют универсальными артистами. Это и танцоры, это и певцы, и музыканты, и драматические артисты. Просто в артисте-кукольнике объединяется все. Если танцор только танцует, драматический актер только работает в живом плане на сцене, в спектаклях, то артист-кукольник, он все может. Хоть акробатом стать, хоть повиснуть где-то на кольце, как цирковой артист. Ну, я вот даже не представляю себе, что не может кукольник. Мне кажется, кукольник может все. А какие качества актеру-кукольнику? Пойдемте со мной в город Бремен, станем там уличными музыкантами, будем петь и играть на балалайке. Пойдем? Пойдем. Артист нашего театра должен уметь озвучивать различные персонажи. Это и человеческие образы, конечно же, это папа, мама, девочки, мальчики, вот такие ослики, вот такие петухи и многое-многое другое, даже маленькую муху, то нужно уметь озвучивать. В нашем театре разноплановость. Артист театра кукол – это прежде всего певец, танцор, драматический артист очень хороший, это юмор. И это разнообразие, голосовой диапазон должен быть очень большой. Если вы обладаете этими качествами, милости просим. В нашей профессии должна быть обязательно физическая выносливость, потому что 1,5 часа, подняв руку, на которой кукла 1,5 килограмма, это минимум, не каждый сможет. Далее, например, есть куклы, которые перед собой держать 5 килограммов, 6 килограммов. Тоже не каждый сможет. Здоровье, конечно, здесь нужно очень хорошее. Еще какие качества, например, нужны? Хорошая память должна быть. Обязательно. Это обязательно. Хорошая дикция должна быть. То есть, помимо физических, у нас еще внутренние наши качества должны быть. Голос, и дикция, и слух, и музыкальный слух, конечно, желательно. Ну и красота. Красота, красота, прежде всего. Как делают куклы? Вы должны очень хорошо понимать, что вам придется пачкать руки, очень много пачкать руки, потому что артист-кукольник должен уметь делать куклу сам. То есть вы будете возиться с клеем,
Вы будете замешивать клейстер, лепить папье-маше. Что такое папье-маше, вы узнаете, когда придете на курс. Вот эта голова, она сейчас полностью выполнена из папье-маше. Гипс, глина, пластилин, строгать из деревяшечек, загибать какие-то проволочки, пилить, сверлить. Это все вы должны не бояться делать. Тогда вы станете самым крутым кукольником на свете. Основной наш зритель – это дети. И это удивительный зритель. Неинтересно ему, нету смысла сразу, без всяких переживаний. Он не будет смотреть, он будет крутиться, вертеться. И это такой, знаете, прекрасный пендель. То есть ты никогда не просаживаешь темп-ритм, ты никогда не теряешь мысль. Это удивительный зритель. Но также в нашем театре есть и спектакли для взрослых, есть спектакли для подростков. И мы играем спектакли для любого зрителя. И если вы хотите окунуться в потрясающий, удивительный мир оживления неживого, то я думаю, что вам все непременно нужно рискнуть и пойти именно не на драматического артиста, а именно на артиста театра кукол.